Правительство практически выполнило все бюджетные обязательства за прошедший год, сообщил в начале заседания штаба по энергетической безопасности исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бгамба. Заработные платы за ноябрь и декабрь, а также премиальные были выплачены бюджетникам. Около 600 миллионов рублей оплачены за переток электроэнергии. Конечно, нам помогло, что в середине января, практически в декабре, в 20-х числах уже пошел переток социальный, иначе нам тяжело было бы еще отвлекать бюджетные деньги на электричество. Но, в принципе, задача перед нами опять такая же, вот так же напряженно поработать, как мы поработали с бюджетом в конце года, уже с начала года поработать с теми, кто нарушает наши законы. Гендиректор Черноморэнерго Тимур Джинджулия сообщил, что при сегодняшнем графике верных отключений и уровне потребления электричества социального перетока из России хватит до 18 февраля. Он также отметил, что по проведенному анализу деятельность майнинг-аппаратов снова активизировалась. На данный момент в республике майнинг-фирмы потребляют до 500 тысяч киловатт-часов в сутки. Выхода другого нету, придется нам стучаться в каждый дом. Где будет хоть малейшее подозрение, в работе этого майнинга, надо будет заходить, обестачивать и прекращать эту работу. В противном случае мы обратно столкнемся с опытом прошлого года, когда у нас света не было, знаете, как долго. Люди у нас сидели в день по 2,5 часа всего имели свет в дневное время суток. Думали, что те, кто этим занимается, поймут, в какой ситуации находится сегодня страна в целом, по части электроснабжения. И хотя бы в зимнее время не будут включаться. Но, к сожалению, это не так. Согласно действующему закону, под Уголовный кодекс подпадает потребление электричества от 300 киловатт-часов. Эту норму необходимо снизить, считает исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут. По его словам, у многих майнинг-фирм есть несколько собственников, что позволяет им избегать уголовной ответственности. Пришли мы на объект, появляются два человека. Говорит, половина вот это мое, второй говорит, половина мое. Соответственно, оба делают материал, нам приходится собирать на двоих материал, делить то потребление, получается, и, соответственно, под уголовную статью они не подпадают. Потому с нашей стороны мы предлагаем, помимо того, что объем потребления считать, и еще объект как отдельно, так скажем, место совершения преступления. Я думаю, что если к объекту мы будем привязывать, согласно нашему закону, то мы тогда можем привлекать к уголовной ответственности. Если мы знаем, на объекте там он употребляет свыше там положенных киловатт, у него стоят майнинги, у него уже незаконное подключение. У нас же есть решение изымать выявленные майнинги. Зачем мы должны с этим говорить, вообще церемониться с этими людьми? Если эти люди не понимают сегодняшнюю ситуацию в Абхазии. Каждый штаб мы сидим, вот это мы обсуждаем, вот что с ними там делать. Слушайте, если мы знаем, что у них стоят, надо прямо вламываться, и изымать все, что у них стоит. А потом уже будем думать, что с этими майнингами делать. Говорим на практике, с чем мы сталкиваемся. Так что нам никто не в квартиру, никуда никто не мешает. Мы заходим и изымаем. Один аппарат будем изымать, 10 аппаратов есть, тоже изымаем. Роберт, просто что нам мешает? здесь идет речь, параллельно заниматься этим можно? Конечно, скажу так, Отар Михайлович, мы здесь говорим о том, как ужесточить меры. То есть ужесточение мер, я привожу пример, тот законодательство, которое сегодня у нас существует и действует. Соответственно, и с чем мы на практике сталкиваемся? Когда мы говорим о том, что жесткие меры – это уголовная статья, то есть уголовное преследование, соответственно, где человек имеет возможность получить, там, допустим, реальный срок. После окончания социального перетока Абхазии понадобится еще до 150 миллионов киловатт-часов, чтобы дотянуть до времени, когда ИНГУР-ГЭС начнет работать в полную силу. Валерий Бгамба призвал членов штаба усилить борьбу с незаконным майнингом криптовалют. Но не может вся страна на майнинге работать и на электричество. У нас тогда страны просто не будет, если будем работать только на электричество. Только вот весь бюджет будет направлен на то, чтобы оплатить электричество. Вот представьте себе 10 миллионов в сутки потребления, на 4 умножьте просто, и получится 40 миллионов в сутки. Мы практически не выдержим, весь бюджет не выдержит такую нагрузку, поймите правильно. Если мы не приведем к соответствию с нашими возможностями, то мы не сможем вообще развиваться. Не будет электричества, не будет предприятия работать, значит, в бюджете это же круговорот, тут ничего мы не сделаем другого. Тут все и так понятно.
Давайте поэтому все-таки усиливать борьбу. Напомним, что в декабре прошлого года Министерство энергетики и транспорта инициировало продление законопроекта на запрет ввоза оборудования для майнинга и признание данной деятельности незаконной еще на 2 года. Законопроект был поддержан Кабмином. Соответствующее решение было принято. Это вот в части нормативно-правовых документов, которые могут дополнительно способствовать изъятию и конфискации этого имущества. То есть мы все имеем, только надо бороться. Как получается? Надо продолжать активную деятельность по выявлению этого оборудования. В завершении заседания штаба по энергетической безопасности исполняющий обязанности премьер-министр Валерий Бгамба вновь призвал соответствующие структуры усилить борьбу с незаконным майнингом криптовалют в Абхазии. Алика Трапшраму Камке, Абхазское телевидение.